Профессия дизайнера интерьера, безусловно, научила меня чувствовать, видеть и слышать глубоко. Меня зовут Малика, и я дизайнер интерьеров. Я родом из Казахстана и заканчивала здесь Казгаса в 2013 году. Последние 10 лет я создаю и реализую проекты в Москве, ну и не только в Москве. Стройки были в Грузии, в Латвии, на Бали, вот, и, конечно, в Алматы. Сейчас я пришла к тому, что я работаю на себя с небольшой командой, и мы реализуем проекты, так сказать, достаточно камерно, точечно. Это не какая-то там большая потоковая история в рамках студии, там, да, где сидят 10 дизайнеров. Это не мой подход. Я предпочитаю вести каждый проект лично, да, и вкладывать, скажем так, часть себя в каждый проект. Проект Red Side — это на самом деле один из моих любимых проектов. Сама квартира, она находится на юго-западе Москвы. Это очень такой динамичный, развивающийся бизнес-район. Заказчики — это молодая семейная пара с маленьким ребенком, и они обратились ко мне с просьбой создать для них пространство, да, их дом семьи. Я думаю, что основное чувство, которое рождается у жильцов этого проекта и у тех, кто туда заходит впервые, это ощущение тепла, да, это ощущение комфорта, мягкости, это такое ощущение тихой гавани семейной. То есть это такое пространство, да, куда можно вернуться после долгого рабочего дня, замедлиться, провести время всей семьей, в общем пространстве отдохнуть и вместе с тем чувствовать себя там комфортно в, скажем так, ритме современного города. За годы практики я наблюдаю таких примерно два разных подхода у дизайнеров к созданию интерьера. И первый подход — это когда дизайнер является автором, да, 100%, то есть он имеет какой-то свой очень яркий почерк, там, личный бренд, если хотите. И заказчики, они приходят именно на это видение, такое очень четкое, очень авторское, наверное, можно так сказать. И, собственно, интерьер рождается 100% из видения дизайнера. Есть и другой подход, когда дизайнер выступает в такой вот роли мастера-универсала, то есть у него нет как такового четкого, скажем так, почерка, да, или образа своих работ, и заказчик сам приносит какие-то референсы, какие-то картинки, которые он хочет реализовать, и дизайнер в этом случае, так сказать, исключает, да, свое авторское видение из создания интерьера и реализует видение заказчика. Мне на самом деле ни тот, ни другой подход не сильно близки, и я здесь предпочитаю некоторый такой срединный путь, потому что для меня создание интерьера — это всегда сотворчество, это всегда коммуникация, взаимодействие и синергия с клиентом, с пространством, с дизайном, да, можно так сказать. Работа над этим проектом шла очень интенсивно с самого начала и достаточно легко. Заказчики очень активно включились в процесс с самого начала, чему я всегда очень радуюсь. Получилось именно так, что у клиентки было достаточно четкое видение, да, понимание, может, где-то неосознанное, о том, какие цвета ей комфортны, какие цвета ей гармоничны. И это не могло не найти отражения в том, как в итоге выглядит интерьер. На самом деле за каждым проектом есть множество классных, каких-то смешных или любимых историй. И в этом проекте у меня есть одна любимая история. Она о том, что мы очень бурно и активно занимались подбором материалов, отделок, всяких там образцов, выкрасов. И вот на очередную встречу я подготовила там вот это большое количество баночек, каких-то там выкрасы, цвета, столярка и так далее. И делаю такую большую красивую
красивую выкладку, этот мудборд, значит, там на стеночке, и мы дружно на это смотрим, пока в какой-то момент я не замечаю, что цветовая палитра вот этих мудбордов, которые мы собирали несколько месяцев, она полностью совпадает с цветовой гаммой кроссовки заказчицы. И, на мой взгляд, это очень хороший показатель, на самом деле, того, что интерьер попал в цель, да, то есть мы даже там шутили, смеялись о том, что можно было не тратить месяцы на эти поиски, а просто в качестве референса взять деталь гардероба клиентки. И мне очень нравится эта история, потому что она подтверждает мое видение того, что интерьер как пространство — это такой вот второй слой, да, нашей личности после одежды, то есть мы имеем гардероб, да, какую-то его цветовую гамму, предпочтительные материалы, ткани. И следующий наш слой — это как раз-таки интерьер, да, и когда эти слои гармоничны относительно друг друга, я считаю, что это очень такой хороший, качественный показатель, и нам, собственно, это удалось в проекте Red Side. У них был такой запрос на достаточно небольшой площади, там 70 с небольшим квадратных метров. Они хотели разместить кухню-гостиную, да, как основное место времяпровождения всей семьи. Это мастер-гардеробная с рабочей зоной и детская комната. Вот. Ну и дополнительное помещение в виде санузлов и прихожей. Квартира достаточно компактная, и нам не удалось разместить на этой площади отдельные комнаты гардеробные, да, как некое требование к современным пространствам. Но вместо этого в мастер-спальне у нас поместился большой встроенный столярный шкаф. И также в прихожей мы разместили очень большой шкаф, куда спряталась вся уборочная техника. Примерно на 8-й год моей практики мне стали писать дизайнеры из Казахстана в основном с просьбой где-то там помочь в их проектах, где-то там разобрать планировку, что-то подсказать. И, собственно, наверное, с этого момента началось мое, скажем так, развитие в роли не только дизайнера, но и такого старшего товарища для более молодых дизайнеров. То есть я понимала, что накопленный опыт мой, он может служить и другим людям, да, другим дизайнерам. И те вещи, и те вопросы, да, те задачи, с которыми я сталкивалась там, в начале своей карьеры, да, особенно когда я там начала работать на себя, эти вопросы, они решались там сколько-то лет, но я могу помочь другим дизайнерам решить их намного быстрее, да, там за, может быть, там несколько созвонов, разборов, да, там планировочных решений и так далее. И я увидела просто, что мой опыт, он может помогать другим дизайнерам быстрее развиваться в профессии. Спустя какое-то время ко мне пришла мысль создать такую некую программу, да, трансформационную программу отчасти, которая называется «Дизайн проявления». И она для тех дизайнеров, кто имеет схожий взгляд на профессию, да, то есть это те люди, кто смотрит на дизайн глубоко, кто чувствует дизайн глубоко, да, для кого неприемлемо копирование, для кого неприемлемо поверхностное отношение к своей работе. И для таких дизайнеров очень важно, особенно в начале своего карьерного пути, очень важно иметь правильные опоры. Правильная опора, она в первую очередь происходит из опоры на себя. Из опоры на себя как на человека с видением, как на человека, кто чувствует дизайн, кто понимает дизайн. Вторая опора — это умение коммуницировать, да, с миром, с проектом, заказчиком, и умение доносить свое видение корректно, умение реализовывать свое видение, да, и, безусловно, через вот эти вот моменты проявлять себя как дизайнер, да, но не просто как рядовой дизайнер, который штампует какие-то там чужие проекты, но как автор. Да, то есть как человек, который, работая над собой, трансформируя себя, хочет формировать собственное видение, да, кто занимается становлением себя как автора, как человека-творца. И, собственно, вот эта программа, она помогает дизайнерам вернуть вот эту опору
к себе, да, опору, которую мы в профессии потом, скажем так, трансформируем в гармоничные, хорошие и качественные интерьеры. Профессия дизайнера интерьера, безусловно, научила меня чувствовать, видеть и слышать глубоко. За первым визуальным слоем учиться видеть слой смыслов, да, слой чувств, слой ощущений. И, конечно, это очень большой навык взаимодействия и коммуникации с людьми, да, умение находить подход к разным задачам, к разным пространствам. И, наверное, такой основной навык, да, это все-таки умение смотреть вглубь не только пространства, да, не только внешнего мира, но и вглубь себя самой, поскольку я как дизайнер являюсь таким м, пространством, да, внутри которого рождается видение и внутри которого рождаются идеи. И для этого процесса порой требуется очень высокая чувствительность, очень высокий уровень где-то рефлексии, да, высокий уровень самообразования и такого, ну, скажем, постоянного роста над собой.